Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, кто скоро у вас влюбится. Вот все, что песочек расскажет, покажет про этого человека, я вам все расскажу. Загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите свое имя, дату рождения. Так и спросите, кто в меня скоро влюбится, кто этот человек, как зовут, чем занимается, какой у него характер. Вот все, что интересует, все спросите. Мои хорошие, думаю, вы все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Смотрите, тут один вышел тихушник, а второй вышел такой прям, знаете, прилипало. Тут два мужчинки вышло, не один. Тут еще такие случайные, обалдевшие граждане от вашей красоты. Ну, с ними мы попозже разберемся. Вот он, ваш мужчина. Смотрите как. Видите? Вот, видите, какой красивый и спортивный. Ой, смотрите как. Бежит в припрыжку, бежит, вот ногу, вот видите, вверх задрал, да, вот шаг делает и делает к вам в правую сторону, девочки. Знаете, у кого-то отыграется, что вы с этим мужчиной уже познакомились, и у вас, ну, как романтик начался, да, вы встречаетесь, вы общаетесь. Может быть, вы встречаетесь в интернете и общаетесь в интернете, а кто-то лично. Вот отличительная черта – это человек, либо он во рту что-то держит, видите, то ли он курит, то ли он кальяном балуется, то ли он, может быть, он флейтист, да, он играет на флейте, вот. Во рту у него что-то все время присутствует, что-то такое длинное, может, сигары любит курить, вот, даже не знаю, да, какая-то палка во рту. Палка постоянно. Но он спортивный, он за собой следит, за фигурой следит, диеты там, может быть, всякие ЖОС, там ППшечки, все это он делает. Очень скромный человек, невероятно скромный. Он страстный, но скромный. Вот, ему сложно раскрыться. Он, знаете, как он переживает, он не желает быть навязчивым. Вот. Ему даже противно, да, когда люди там навязчивают, там пристают, клеятся. Не, это не его вариант. Он больше, как, знаете, интеллектуал, либо выдает себе за интеллектуала. Ну, хочется быть таким. Он занимается самообучением постоянно. У него за головой буква. То есть он много, может быть, читает, может быть, пишет много. Однозначно интересуется политикой. Да, знают очень много умных слов, возможно, даже знают какой-то иностранный язык. Кстати, может быть, работа у него с этим связана. Может быть, он как бы не говорит, да, но тем не менее знает. А работа у него, знаете, какая? Спокойная. Он в работу как с головой уходит. Очень хочется сказать, что он программист, да, работает за компьютером. Там программки всякие пишет, да, может быть, он... там, не знаю, фильмы создает, спецэффекты и прочее. Может быть, он обучает людей какой-то компьютерной грамоте. Но он такой серьезный, он специалист, девочки. Специалист. Смотрите, у него за спиной подкова. Подкова, он счастливчик, ему в жизни везет. И, кстати, то, что он вас встретил, это тоже его везение. Вот он, знаете, он как прям себе загадал, говорит, вот хочу себе женщину, вот именно для любви, для жизни, для гармоничной жизни. И бац, и вас встретил. А кому-то отыграется, что вы еще не знакомы. Вот мужчина сидит и думает, вот хочу найти ту самую единственную, половиночку хочу. И он вас встретит, он вас найдет. Найдет обязательно. Вот, возможно, он даже вам об этом расскажет. Что вот он так подумал, да, и сразу вас нашел.
Двоечка идет. Вы видите, вот она, двоечка еще с правой стороны. Вы пара с ним. Вы будете с ним парой. С тем, кто в вас влюбится, вы будете парой. По крайней мере, у вас будет, ну, как общение, встречание, свидание. Романтика между вами будет. Ну, вот почему-то так показали, что вы куда-то бежите, а он типа вас догоняет. Может быть, у вас разный ритм жизни. Может быть, вы в разных сферах работаете. Может быть, вам сейчас совсем не до любви? Вы занимаетесь своей карьерой, работой. Может быть, детками своими занимаетесь. У вас очень много, кстати, дел. Вы такая вся занятая дама. Вот. А он, видите, как в припрыжку будет бежать вас догонять. Вот, я поняла. Я все поняла. Вам сложно будет понять, что этот мужчина с далеко идущими намерениями. Вам попервые будет вообще казаться, что это все странно, это все случайно. И вообще, что я здесь делаю с этим человеком, который сидит и смотрит на меня, да? Рассказывает какие-то странные истории, которые мне совершенно непонятны и уж тем более совершенно неинтересны. Да, попервой такое может быть. Попервой. Но все равно, вы знаете, вас к нему тоже будет тянуть. Вам с ним будет очень приятно. Вот общество этого человека, просто даже не говорить, посидеть рядом, будет очень гармоничным. И вы прям будете чувствовать, да, вот обмен энергией между вами. Ну так вот, девочки. Так, по поводу того, как его зовут. Ну, честно скажу, тут четко не показали, но в его имени точно есть буква «С», в имени, фамилии, либо прозвище. И еще у кого-то отыграется, что у него буква «М» есть. СМ. Может быть, он работает вместе на «С», а зовут его на «М», либо наоборот. То есть эти две буквы, они к этому человеку относятся. Но он рабочий человек, он много работает. И у него какие-то даже поездки. Видите, вот тут он на лошадочке сидит. Лошадка, правда, небольшая. Поездочки у него бывают. Кратковременные. Да, может уезжать, приезжать. Какие-то заказы делать. Либо где-то кому-то какие-то лекции давать. Да, и возвращаться. У него работа чистая. Не в грязюке, не в мазюке, а вот, ну, я говорю, за компьютером. Почему-то идет компьютер. Либо он очень много времени за компьютером проводит. Вот, у него как полжизни за компьютером. Это его какая-то любовь и страсть, этот компьютер. Вот. Сейчас все напряглись, сказали: о боже, зачем мне игроман, да? Я еле-еле там от своего бывшего игромана избавилась, а тут еще один идет. Девчонки, успокойтесь. Этот мужчина умеет распределять время, тайм-менеджмент у него, будь здоров. Вот, если он женщина, ну, конечно же, он выберет вас, а не компьютер, да, не эти мышки, мониторы и все прочее. Так, что еще по поводу этого человека? Девчонки, у кого-то огненный идет, вот честно говорю, потому что знак льва вышел. А у кого-то мужчина все-таки земля либо огонь, смотрите, земля, огонь. Может быть, он по гороскопу земля, да, а по темпераменту он огонь, либо наоборот. Хотя, конечно, больше похоже наоборот, потому что вот он все-таки спокойно идет. Он, да, он похож на льва. Вот сейчас я вспоминаю, да, вот гороскопы. Львы, они такие долго запрягают, немножечко ленивые, но очень гиперответственные. То есть это человек, он знает, чего хочет, он знает, что он делает, он знает, как добиться того, чего я хочу. И пока ты его не трогаешь, он ведет себя крайне обходительно и спокойно. Если пересечь его границы, что он делает? Правильно, он их защищает. Вы не смотрите, что он такой спокойный. Не смотрите, девочки. Да, он абсолютно неспокойный, он умеет защитить тех, кого он любит. Вот из серии «Настоящий мужик». Понапрасну там себя копытом в грудь не бьет, не кричит «да я». И он не обижает слабых. Но если его тронуть, либо тронуть кого-то из его прайда, ну, девчонки, порвет. Порвет, как тузик тряпку, серьезно говорю. Серьезный он человек. Вы начнете его узнавать, вы так много интересного о нем узнаете. Каждый раз он будет для вас какой-то новый. Либо каждый раз будут открываться какие-то новые подробности об этом человеке, которые будут вас
девочки, не напрягать, как правило, это бывает, да, а наоборот восхищать. Восхищать. Вот не было у вас таких партнеров? Нет. А вы раньше на таких внимания не обращали? А тут видите как? Время пришло. Время пришло влюбиться по-настоящему. Девчонки, ну понятно, что вы все разные. Понятно, что и возраст разный, и живете вы в разных местах. Ну, это просто как собирательный образ идет, да, вот такой человек. Что-то отыграется, что-то не отыграется. Вот главное, что я вижу, что человек, он особо положительный. Вот не к чему придраться. Секретов, тайн особых нет. С родителями, ну, отношения нормальные, человеческие, то есть не мамочкин сынок. Какое-то тайное прошлое? Нет, тоже не вижу. По крайней мере, ну, ничего такого не показали про этого человека. Там игрок любит рисковать? Тоже нет. Абсолютно спокойный человек, уравновешенный. Психические заболевания отсутствуют. Физические заболевания отсутствуют. Понимаете? Нормальный, полноценный мужик, девочки. Полноценный. Так. Тут долгий заход у вас с этим человеком будет. Не сразу поймете, что ему нужно. Не сразу сможет раскрыться. А вы такая, вы быстрая, понимаете? Тут вот надо вас предупреждать. Вы слишком спешите по жизни. Вы, кстати, поэтому и мимо хороших мужиков пробегаете. Но не успевают они среагировать, не успевают сориентироваться. А вы раз уже и пробежали. А он там стоит, пока себе там репку почесал, а вас уже и близко нету. Вот. Поэтому первый раз такой у вас попадет. Вы, пожалуйста, по максимуму замедляйтесь, чтобы дать возможность этому мужчине раскрыться. Вы, понимаете, вы дальше побежите, да? Дальше побежите по жизни, а ведь он вас никогда не забудет. Никогда. Прямо, знаете, как запали ему в душу. Запали, либо западете, да, потому что тут знакомство, ну, прямо на пороге. Смотрите, вот он сразу вышел, за вами бежит. Да, уже где-то за спиной у вас находится. Буквально там в течение нескольких дней, ну там максимум недель, да, у вас с этим человеком встреча, знакомство произойдет. За спиной у вас, за вами бежит, девочки. Так, особо хочу сказать тем, кто сейчас в треугольнике, у кого сейчас есть отношения, и это треугольник, причем абсолютно нездоровый и абсолютно несчастливый. Мои хорошие, вот мужчина, с которым вы вместе сейчас, да, на которого вы надеетесь, к сожалению, поведет себя не очень красиво. Мне очень жаль, что я об этом вам говорю, но я кое-что знаю наперед. Вот момент, когда вы его застанете там, на обмане, на очередной его слабости, когда он просто, ну, пожимает плечами и говорит, ну не могу, я там должен, там, обязан и прочее, прочее. У вас вот прям как отвращение пойдет к нему. И вы скажете, ну не можешь, так иди отсюда. Вот прям пошлете его, причем в очень жесткой форме пошлете. Так от души прям, да. Вот так взяла за шкварку и подсрачник, и пусть летит подальше. У вас вот как раз после этого момента, после этой встречи такой нехорошей, вот он вас догонит. Может быть, вы пойдете там, своей дорогой, будете возвращаться домой, а тут бац, и этот человек. Здравствуйте, как ваши дела? А можно ли с вами познакомиться? А у вас такое настроение будет, что вы скажете, да, давай. Да. Хоть раз в жизни на улице познакомлюсь. И вот так знакомство произойдет. Я не вижу, чтобы тут люди знакомили. Я не вижу, чтобы через кого-то, от кого-то, какие-то места, там, скопления людей. Нет, я не вижу. Это очень похоже на улицу, там, ну, максимум парк, девочки, там, где еще люди ходят. Больше идет как улица. Просто познакомиться на улице. Ну, а кто в интернете, то случайно знакомство в интернете, мои хорошие. Так тоже бывает. У вас с этим человеком, ну, еще раз говорю, да, вот прям очень долго все это будет завязываться. Может быть, вы не готовы после прошлых отношений. Опять же таки, он вам не совсем понятный будет. Ну да, общаемся, ну да, приятный. Ну а что, зато не скучно, да. И оно так со временем у вас будет к чему-то приходить. Ну, ваши отношения, я имею в виду. Вот здесь еще много событий произойдет. Так, давайте я вам расскажу про вот этих кавалеров. Бравых кавалеров.
Значит, девчонки, здесь мужчина, мужчины с инициалами А, Д и, ну не знаю, Е, наверное, либо английский, иностранный, может быть, мужчина, кстати, да, латиница пошла. Вот эти мужчины, они как соревнования могут устроить. Кто с вами быстрее там познакомится, кто у вас, извините, склеит поскорее. Сразу говорю, не у всех отыграется, но у кого-то отыграется. То есть мужики прям будут атаковать со всех сторон. И знаете, это, конечно, грустно, но есть над чем повеселиться. Вот эти их потуги атаковать вас, во-первых, у вас развлечения, во-вторых, подарки. И в-третьих, девочки, двое из этих мужчин в вас влюбятся. Влюбятся, да. Вы как для них навязчивая идея будете. Все вроде как со спора началось, да, а закончится влюбленностью. Но я так понимаю, что они с левой стороны, вот все втроем вышли, вы их вот таким стройным рядом, да, и пошлете. Вот всех троих. Ну, повеселитесь, удовольствие получите. Подарки, цветочки. Ну, девчонки, ну что, принимайте, принимайте. Не хотите принимать, берите эти цветы и отдавайте на продажу, сдавайте, да, либо там подарки на продажу сдавайте. Может, подзаработаете. Но прям атака на кого-то идет. Атака, прям рейд целый, да, будут приставать. Так, и давайте теперь поговорим про этого горячего парня. Горячий парень может быть восточный, может быть иностранец, да, там, с жарких стран. Очень, кстати, свободный человек, свободно изъясняется. Для него вообще не проблема подойти и сказать: давай переспим. Абсолютно не проблема. Он считает, что это нормально. Вот. И тем более, знаете как, он такой очаровашка, он такой милашка, он гипнотизер, девочки, он гипнотизер. Ему женщины обычно не отказывают. А вот вы возьмете и откажете, скажете: а пошел-ка ты подальше, да, спи с собой сам. Да. Вот, он обалдеет, обалдеет. Во-первых, обалдеет от вашей красоты. У вас, кстати, очень красота необычная, уникальная. Понимаете? Вы на первый взгляд, да, обычная женщина. Ну, глаза, уши, нос, рот, губы. Обычная, да? Но если к вам присмотреться, ваша красота, она зачаровывает. Как будто магнитом, понимаете, начинает притягивать. И очень сильно, кстати, на мужчин действует. Вы, наверное, замечали, да, что некоторые мужчины после знакомства, либо там пару встреч было, ну, как пропадают. Потому что слабенькие мужчины начинают пугаться. Пугаться того, что сходит с ума. Да? Вот эта навязчивая мысль о вас, ваш образ 24/7 перед глазами. Ну, слабый мужчина, конечно же, убежит. Ну, а те, которые более-менее посильнее, те остаются, те влюбляются и, конечно же, пытаются с вами отношения выстраивать. Вот. Ну, этот горячий парнишка тоже, знаете, вот не минет его эта участь, он в вас влюбится. Он, ну как, я не могу сказать, что домогаться будет, но вас с ним такие интересные встречи ждут. Эти все встречи будет подстраивать он сам. Он будет подслеживать, он будет, ну, я не знаю, там под вашим подъездом сидеть, напрашиваться к вам в дом, может быть, познакомиться с вашими там друзьями, чтобы через друзей как-то к вам подойти. Но, честно говоря, я не вижу здесь будущего. Вы его, скорее всего, отправите далеко и подальше. Возможно, за этим мужчиной слава не очень хорошая. Возможно, этот мужчина и не свободный. Возможно, он, как знаете, не свободный и еще с кем-то встречается, еще и к вам яички свои подкатывает. Понимаете, вот как можете его за это послать куда подальше. Но, девочки, звездочку вы себе за этого мужчину точно поставите. Это, кстати, знаете, знатная добыча, я вам скажу. Да, такой мужик Казанова. Вы посмотрите, красавчик. Вот, подружки все завидовать будут. Вот, говорит: вот ты даешь, такого мужика склеила. Да. Много, кстати, лестных слов именно от женщин вы слушаете, да, что именно вы его поймали. Да, то обычно он на женщин находится, а тут раз и вы его поймали. Будет, девочки, о чем вспомнить. Будет, что внучкам рассказать, понимаете, чем похвастаться. Знатная победа с вашей стороны. Так, мои девочки,
Что хочу сказать. То, что вы одна не остаетесь, это по-любому. То, что жизнь ваша будет интересной. Ну да, мужики, может быть, не совсем того уровня, какого вы достойны, но тем не менее, вот обратите внимание на того, с кем познакомились, либо с кем в ближайшее время познакомитесь. Он, девочки, неплохой, абсолютно неплохой, да, скучненький, но тем не менее, если его раскрутить, если его, знаете как, к себе потянуть, заставить его ускориться, девчонки, ну, может, что-то и получится. Присмотритесь. Человек очень неплохой. А вообще вы очень интересная. Мужики у вас были, есть и еще будут. Будут и будет их много. Вот о чем вы должны знать. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.